Добрый день, и сегодня мы записываем подкаст, и посвящен он демографии в Осетии. И виновник это Алихан Хуранов, который у себя в канале Алихан Зинат написал такой тезис, что выплата мат-капитала не стимулирует рождаемость или не очень сильно стимулирует рождаемость. Вот поэтому, Алихан, начинаем с тебя. Твои мысли озвучь. То, что мат-капитал существенно не сказался на рождаемости в России, это данные статистики. Исследование Высшей школы экономики 2 или 3 года назад было проведено, и по их данным за время работы программы материнского капитала рождаемость на одну женщину выросла на 0,15 пунктов. То есть если до начала реформы было где-то 1,6, если не ошибаюсь, то после стало 1,7, с 5, 1,8. А это вообще мат-капитал стимулировал? Или, в принципе, там экономическая ситуация улучшилась? Я, честно говоря, читал только рецензию. То есть там исследования довольно-таки объемные. Прочитать все это не хватило у меня терпения. Читал только рецензию, то есть основные данные, основные цифры и выводы. То есть даже если весь этот рост отнести на влияние мат-капитала, то он очень небольшой. Но увеличилось количество семей, где 2 и более ребенка. Оно увеличилось на 10%, но, как говорят авторы исследования, скорее всего, это мат-капитал просто ускорил рождение детей у тех людей, которые планировали это делать, но по каким-то причинам откладывали. То есть они бы и так завели бы 2-го ребенка, но исходя из того, что государство дает такую премию, они сделали это быстрее. А на долгосрочном цифрах, на долгосрочных это никак не скажется. Это по мнению авторов исследования. Ну вот я по своим ощущениям вспоминаю, что где-то 2006, 2007, 2008 годы вот количество детей мало было. Вот у нас прям во дворах большой разрыв. А потом где-то я приезжаю в 2012-2014 году, и я стал видеть очень много детей, очень много парочек гуляющих с новорожденными детьми. То есть, опять-таки, это не данные исследования, это мои ощущения, что какой-то рост рождаемости в Осетии все-таки произошел. Такие впечатления, они всегда могут быть немножко искаженными, но если, опять же, обратиться к статистике, с 2004 по 2016 год рождаемость на одну женщину в Осетии увеличилась на 0,5. То есть было 1,4 в 2004 году. В 2016, если не ошибаюсь, 1,8, 1,9. Даже в какой-то из годов последних было 2 ребенка. Мы же часто слышим, что в Осетии такая катастрофическая ситуация с демографией, но при этом, если мы смотрим статистику, в принципе, в отношении России у нас ситуация лучше. Но если смотреть в контексте других республик, особенно... А ты Батраза не хочешь представить? Батраз. Почему ты его не представил? Я пока обратился к тебе. Может, он не будет ничего говорить? Я так полюбуюсь вам. Я сейчас вопрос к нему обращу. У нас часто говорят о том, что демографическая ситуация в Осетии такая катастрофичная. Но в среднем по России, если смотреть, то не так плохо. Но в сравнении с восточными республиками Кавказа, то правда плачевная, не плачевная. На твой взгляд, Батраз? Восточный Кавказ, там еще не совершен демографический переход. Все же осетины, как этнос... Не закончился, скорее. Да, не закончился. Да. Как этнос, он начал урбанизироваться по северокавказским меркам довольно рано. И поэтому тут сравнение не в нашу пользу. На самом деле вся эта тема с материнским капиталом, это все понятно. Это скорее не подстегивает рождаемость, но помогает тем семьям, где уже есть или планируется семья. Прямой связи между рождением большого количества детей и доходами, да, то есть она есть, но она не такая прямая, как кажется. То есть это самообман говорит о том, что если у вас есть много денег, у вас будет много детей. В таком случае в Европе было больше всего детей у людей. А мы видим наоборот, больше всего людей как раз таки в неразвитых государствах, там Африка, страны Ближнего Востока. В государствах неразвитых, аграрных государствах,
большое количество детей связано с несколькими факторами. Прежде всего, если это аграрное общество, там большое количество детей, потому что это большое количество работников. Если, как было, допустим, раньше в Осетии, когда Осетия была полностью аграрной. Чем больше детей, тем богаче фамилия, потому что больше работников, они могут прокормить себя. А в условиях города, в условиях там больше штыков. Тоже верно. Если это девочки, больше возможностей породниться с другими фамилиями. Но в условиях, допустим, когда мы в условиях города, да, где урбанизированное уже сознание, количество большое детей — это уже, наоборот, обременение. Да и в целом, там уже квартиры меньше, да, эти нуклеарные семьи, где только там 2 поколения родители и дети, это преобладающее. Редко, когда там во Владикавказе можно встретить 3 поколения, когда живут в одном доме. 4 вообще, я не знаю, случаев. Даже в селах уже трудно найти, по-моему, чтобы было 4 поколения жило в одном доме. Ну, этот процесс будет нарастать. У нас такая плохая ситуация именно потому, что Осетия, она урбанизирована может на 70, может на 80%. Половина населения Осетии живет во Владикавказе, но при этом у нас есть другие города, и даже в селах уже люди могут не воспроизводить сельский образ жизни, то есть не заниматься сельским хозяйством, а иметь вполне себе урбанизированное сознание. Для них там село... Ну, дачники, да? Да. Вот Беслан. Беслан уже давно превратился в такой спальный район Владикавказа. Там люди уезжают с утра на работу, приезжают с утра на работу, и по факту там только спят. Моя улица, там раньше у всех были там подсобные какие-то хозяйства, коровы, куры. То есть город, получается, ну если мы говорим о городах Осетии, то мы имеем в виду, скорее всего, Владикавказ. Ну, правильно мы говорим об одном городе, который съедает всю остальную Осетию. У меня, да, в Беслане есть и районы, где люди воспроизводят сельский образ жизни, а есть где и городской. Но даже в Владикавказе можно найти районы, где люди воспроизводят сельский образ жизни, ну, на окраинах. То есть там коровки, все как полагается. Они там, городские жители, номинально, потому что они воспроизводят сельский образ жизни. Но это скорее исключение, это там, не думаю, что выше статистической погрешности. То есть у нас с уровнем дальнейшей урбанизации и улучшением качества жизни демография будет ухудшаться. То есть количество детей в семьях будет постепенно сокращаться. И в принципе это необратимый процесс. Ну, наверное, практически нет никакого процесса, который необратимый, я имею в виду социального. Есть, да, есть различные способы, но это должна быть, так сказать, целенаправленно, такой должен быть общественный консенсус, да, общество само должно захотеть это. Может быть, даже не сговариваясь, потому что, ну, есть такие демографические эффекты, допустим, после войны, когда происходит. Ну, Цхинвал после 2008 года, бум рождаемости. Беслан да. после 2004 тоже там был своеобразный бум рождаемости. Это происходит не сговариваясь, это какой-то некий общественный запрос. Но ты понимаешь, что тут, получается, нам нужен катаклизм, чтобы в Осетии повысилась рождаемость. Но эта рождаемость, она же в условиях катаклизма, количество населения сокращается, потом оно восстанавливается, а дальнейший рост уже не происходит. Ну хорошо, давай просто подумаем. Давайте для начала скажем, я думаю, что это следует сказать, что все, что мы говорим, это мнение дилетантов. Да. И любой наш какой-то вывод или предположение должно, наверное, опираться, то есть наше мнение, оно не может быть экспертом, и поэтому нам следует опираться на какие-то логические подводки. Безусловно, это подкаст. Вот, мне кажется, что предпосылки для роста населения на Кавказе в принципе есть, для увеличения рождаемости, по крайней мере, в республиках Западного Кавказа, где рождаемость ниже, чем на Восточном. Потому как культурные предпосылки к этому есть. Вот здесь как раз-таки вопрос может быть именно в том, что необустроенность социальная, то есть неуверенность в завтрашнем дне, она сдерживает и заключение браков, создание новых семей и рождаемость на каком-то низком уровне. Я, кстати, сразу добавлю, что... То есть причины, я договорю, причины, почему люди не хотят или не могут заводить детей, они разные везде. Как на примере Западной Европы. Вот эта вот радость
там, отцовства или материнства, она уходит из общественной жизни. То есть к детям там относятся не так, как у нас. А в нашем случае, на мой взгляд, главная причина, сдерживающая рождаемость, это социальная неустроенность. И мат-капитал здесь не работает потому, что это разовая выплата, которая в целом ничего не меняет. А социальная неустроенность, отсутствие работы, отсутствие соцобеспечения, отсутствие медобслуживания, отсутствие хорошего качественного образования в республике, это свою роль играет. Ну смотри, я сразу хочу подтвердить твои слова, поскольку меня ознакомили с неофициальными данными, в которых говорится, что в Осетии очень быстро растет доля людей, которым 40 и выше лет, и которые никогда не вступали в брак. Да, то есть у них нет ни детей, не было брака. Насколько корректна эта статистика, я не могу сказать, но мне ее озвучивал чиновник из Минздрава. И то есть у нас получается проблема не в том, что сейчас остины не заводят там 3-4 ребенка. У нас проблема в том, что есть большая группа остин, у которых вообще ребенка нету. Понимаешь? Ну, мы должны понимать то, что раньше вступление в брак это была жизненно важная вещь, потому что вести хозяйство кто-то должен. А сейчас вполне себе люди могут вести хозяйство и самостоятельно. На самом деле, это опять же урбанизированное сознание. То есть зачем мне там заводить жену, в принципе, если я сам справляюсь. Да? То есть раньше это был вопрос о хозяйстве, мы не должны этого стесняться, это вполне себе нормальная вещь. Но сейчас у него есть там посудомоечная машина, стиралка, все дела. Это опять же, мы не сводим к роли женщины к... Не, мы же говорим о совместном хозяйстве. Да, это совместное хозяйство, да. И раньше это была важная вещь, совместное хозяйство. Сейчас, в принципе, человек справляется и без этого. Плюс женское образование. А по-твоему, как, скажем, данный вопрос, он может частично решаться, скажем, если не пропагандой, то, если он справляется со своим хозяйством один, то потребность в продолжении рода такая, свойственная для традиционного общества, мое потомство, это мои дети, такой символ социального статуса, признак социального статуса. Может быть, как-то с этой стороны возможно влиять? Пропаганда лишняя не будет, конечно. Но, как правило, если человек уже настолько глубоко в таком сознании находится, что я всегда это успею. Мужчина же всегда рассуждает так, я всегда успею. Но это опять же для городского населения более свойственно, пожалуй. Нет, уже нет. Я и сельских жителей знаю, которые... он ведет какое-то хозяйство сам, да, в сельском хозяйстве, занимается каким-то бизнесом, что-то выращивает. И годы проходят, он работает, годы проходят. На самом деле у нас, у нас люди живут не так уж и долго, как То есть мы приходим к тому, что в принципе рождаемость это все-таки формат. Это не достаток, это не социальные программы, это формат какого-то существования. То есть когда мы говорим о детях, да, о том, что, как ты говоришь, он должен, у него есть такая мысль, я должен продолжить свой род. Это же определенный уровень сознания. Это чуть выше, чем просто обыватель, который мыслит в этих категориях. Но обывателей всегда будет большинство. Конечно, пропаганда, я думаю, что чего-то можно добиться. Но прежде всего должен быть какой-то экономический базис. Человек должен быть заинтересован в том, чтобы иметь много детей. И государство должно быть заинтересовано в том, чтобы у людей было много детей. Но по факту сейчас государство не заинтересовано в этом. Смотрите, первый момент. Если послушать Жириновского, то государство точно не заинтересовано в высокой рождаемости на Кавказе, вспоминая его заявление о колючей проволоке. Второй момент. Когда мы говорим о экономическом базисе, я знаю сотни историй, когда так случалось, что у относительно пожилого мужа умирала жена. То есть ему 50-60 лет, и ему находили вторую жену, тоже одинокая женщина осталась, их опять сводили вместе, чтобы они, понятно, что там ни о какой в полном смысле этого слова брак, мы имеем в виду, не имелось, там просто, чтобы они вели совместное хозяйство, чтобы могли за друг другом ухаживать. А в городских условиях, правда, тебе это зачем? Зачем тебе терпеть другого человека на твоей жилплощади?
Понимаешь, вот это же тоже важный момент. И, кстати, момент жилплощади очень важный. Я знаю огромное количество ребят, которые работают за небольшую зарплату. При зарплате 15 тысяч тебе никакая ипотека не светит. И раньше, если родственники могли подкинуть, то сейчас деньги просто исчезают у людей. И очень много ребят, которые просто живут с родителями в двухкомнатной квартире, и он не может себе позволить завести жену. То есть, в принципе, он бы хотел, но это его останавливает. А потом, то есть это его останавливало 10 лет, потом он привыкает к такому образу жизни и уже думает, а что, зачем еще это? Я уже опоздал. Вот я таких тоже встречаю, которые говорят, да, я уже как-то так проживу. То есть все опять сводится к экономике. Вот я, знаешь, тут экономика явно не первая причина, но точно вторая, понимаешь? И тут мы же еще часто говорили о многоженстве. Может ли многоженство спасти демографическую ситуацию на Кавказе? Да? Например, я думаю, что нет. Но другой момент, что многоженство может дать хотя бы какой-то прирост. В принципе, да. Повлиять, почему бы и нет? Да, тут же еще вопрос, сейчас меня тапками, наверное, закидают, потому что эту тему поднял, но многие связывают, когда про многоженство, на Зилахаре была опубликована статья, многие же говорили, что вы таким образом пытаетесь пропагандировать разврат. Но человек, который хочет развратничать, ему не нужна ни вторая, ни третья жена. А как связано это? Я не знаю, как связано, я просто читал, да, но человек, который имеет возможность 2-3 жен содержать, это же большая нагрузка финансовая. И более того, я знаю, что в Осетии это очень распространено, просто они неофициально зарегистрированы, но там у кого 2 жены, в основном 2 жены. То есть и он содержит оба. И это явно это делается не ради разврата, а просто потому, что есть дети, их надо поддерживать и содержать. Я тоже знаю случаи, когда человек содержит 2 семьи, то есть там не только вторая жена, но еще и дети. И даже не знают друг о друге. Здесь очень важно, что жена по документам только одна. Но тут очень важно, что у второй, хронологически второй, у нее по факту нет никакого статуса. То есть она не может наследовать по факту. И у детей ее нет никакого статуса. То есть мы говорим о защите прав. Да, когда ты говоришь о многоженстве, ты на меня спихнул нормально, то тут прежде всего надо иметь в виду, что там какой-то юридический статус все-таки должен быть. По-моему, дети все же имеют там какие-то права, насколько я знаю. Там же еще надо доказать, что они... Я просто не знаю прецедентов, когда кто-то с помощью ДНК доказывал. Я не юрист, конечно, но там должно быть. Тем более, если там анализ, ДНК-анализ, как это доказывается. Вот опять-таки, смотря на пример соседей, я знаю, что там в одном небольшом доме, может быть 9 и 10 человек. Именно часто благодаря тому, что бывает несколько жен. И детей бывает просто огромное количество. В одном доме не могут жить несколько жен. Бывают, я знаю, что я понимаю, что по исламу надо, чтобы они жили раздельно, но я знаю ситуации, когда вместе живут. Опять же, это экономическая неустроенность. Вообще религиозный фактор, по-твоему, как тут? Очень серьезный религиозный фактор. Потому что если посмотреть на семьи баптистов и иеговистов в Осетии, то у них количество детей просто в среднем в 2-3 раза больше, чем в стандартной остинской секулярной семье. Даже относительно такой верующей семьи, если они придерживаются христианской веры, то есть там все равно не бывает много детей. А вот именно баптисты, иеговисты, у них много. По мусульманам, я знаю, что тоже больше в среднем, наверное, детей, но не так прям сильно заметно, скажем, как по тем группам, которые я выше назвал. Это вопрос? Ты-то больше с Умой знаком, да. У практикующих, я думаю, что детей в среднем значительно больше. А если брать мусульманские селения, Кировского, Правобережного, Иравского района, то в целом, наверное, ситуация примерно такая же, как по республике. Но этому есть объяснение. Про Иравский район я скажу, что опять-таки неофициальная статистика, она еще не была представлена, но я слышал, что с Иравского района просто колоссальный отток населения. Во-первых, но это разные факторы. Рождаемость и отток населения — это разные вещи. Там и рождаемость не относительно высокая. В Иравском районе население это смешанное. То есть Иравский район — это не только мусульмане. Не, я понимаю, да. В принципе, как я сказал, ситуация демографическая в мусульманских селах,
в целом, я думаю, что такая же, как по республике. Среди практикующей части, на мой взгляд, рождаемость выше, как уже сказал, значительно. Но в целом, я думаю, что ситуация примерно одинаковая. А вот мне интересно, в семьях, которые придерживаются, ну вот, как это называют, традиционная вера, Я не думаю, что есть какая-либо статистика. Выделить в какую-то автономную общину или какую-то общность пока что, сложно. да. Ну, потому как и что- христиан, наверное, в Осетии сложно, потому что номинально христиан там много, но по факту ну, там, практикующих мало. Ну, чтобы не уходить, по-моему, в религиозную тему, просто давайте зафиксируем то, что в практикующих религиозных, как и везде в мире, в среднем количество детей больше. Кстати. Соответственно, идейно как-то влиять на это дело можно. Кстати, вот как у нас любят говорить, пиндосов, там, Запад, там, плохих американцев, количество детей в семье, если я не ошибаюсь, больше, чем в России в среднем. Ну, Америка вообще довольно религиозна, вопреки нашим ощущениям, вопреки тому образу, который мы видим там с экранов телевизора. Там это очень религиозное общество. Там очень много религиозных фундаменталистов различных направлений. Более Да. того, у них очень серьезные связи, очень серьезные финансовые возможности. Мормоны, Они- например, да, да. они влияют на политику. Там очень серьезно, это не просто так. Да, кстати, у кандидатов в президенты США, у Митта Ромни 5 детей было, и это не что-то из вон выходящего, да? То есть это вполне себе. Да, у нас во главе страны А у разведенный президента человек, США сколько детей? у Трампа Да. 3 или 4, но не все его, насколько я понимаю. Не все его. Не, от разных разных жен, жен. да. Ну, там Трамп тоже многодетный чувак. Вот. Наш парень. Да, а у нас... Не, ну это показательно даже, да. Как бы. А если взять глав республик Северного Кавказа? Не знаю статистику, но Даже- кроме Кадырова, у которого много детей. Ну, у Евкурова, если я не ошибаюсь, там 2 или 3 ребенка тоже. Не, ну тоже относительно многодетный Ну, получается. это, Сейчас собственно, прикидываю. это ни о чем не говорит. Да. Не, ну просто это тоже такой показательный момент, он интересен, да, то есть возможно ли, что в Осетии во главе республики будет человек без семьи? Вот это возможно такое? Да, почему? Я не думаю, что это проблема. Ну, не знаю. Разве были такие, нет? Нет, ну а в чем будет проблема? Ну, это не будет фактором никаким. То есть в Америке, да, то, что у него нет семьи, это будет фактором очень серьезным. Потому что там образ выстраивается специалистами. Там семейные ценности – это важная часть образа. А ну, у нас это будет вполне в себе. То есть без проблем каких-либо. Я не Нет, думаю, просто что я- это реально будет проблемой. Не, ну Ну, может нет быть семьи, такой ну, проблемы нет. не будет, но все равно я смотрю, у нас относительно все-таки семейные ценности в Новосетии. Вот сейчас опять-таки началась апелляция к тому, что вот раньше, если как-то люди проще как бы от этого всего отмахивались, то сейчас вот обратно такой тренд. Или я его замечаю, потому что находимся мы в определенной тусовке и постоянно обсуждаем эти темы. Может быть, да, может быть, это специфика твоего окружения. Нет, ну, с другой стороны, есть и интересный процесс сейчас в Владикавказе происходящий. Это сейчас волна людей с сел. Всё. А они будут в первом поколении создавать много детей, А, но второе поколение уже будет там 1-2 ребенка опять. Не в этом дело. В первом, втором поколении они будут на идейном уровне воспроизводить идейные установки, типичные для аграрных обществ. И идейно это, конечно, будет влиять. Но через 1-2 поколения они станут типичными городскими жителями. Кстати, вот за последние 3 года, если я не ошибаюсь, опять-таки население Владикавказа последние 3 или 5 лет оно не растет, даже сокращается. Ну, так, минимально, но Ну, люди сокращается. уезжают, люди приезжают. То есть мы же когда говорим о демографии, мы сейчас фокусировались на рождаемости, но надо же еще понимать смертность. У нас, например, очень высокая смертность от транспортные происшествия, если мы говорим не болезни, а если говорить о болезнях, то это проблемы кровообращения сердца и новообразования. Еще я знаю, что в группе людей от 40 до 60 лет очень высок уровень смертности от цирроза печени. И опять же, разговаривая с чиновниками Минздрава, говорят, что проблема алкоголизации на самом деле довольно серьезная в Осетии стоит. Ну, в целом, как бы, кстати, алкоголизация – это тоже фактор, очень сильно влияющий на демографию. Когда была при Горбачеве вот этот сухой закон, он вызвал очень много негативных… Смертей от Да. отравления от алкоголя. Он Да. очень много негативных эффектов вызвал, в том числе экономических. Там вырубались какие-то уникальные виноградники и так далее.
Плюс возросла, конечно, смертность из-за того, что люди травились. Пили шипр. Да. Зато количество убийств сократилось. Но повысилась рождаемость. Но смотрите, вот у нас сейчас происходит такой момент, что люди старше 60 лет, там перевес женщин в Осетии в 3 раза больше, чем мужчин. И по факту это нарушает некую преемственность поколений. Если мы смотрим на соседние республики, где с алкоголем ситуация гораздо более жесткая, то вот обратите внимание, опять-таки это может мои личные ощущения, они не подтвердятся цифрами, но я вижу там больше стариков, то есть живых стариков там в принципе больше. Даже давайте посмотрим на те митинги в Ингушетии, которые происходили, там люди старшего поколения, они гораздо более физически, по-моему, как мне кажется, физически более активной фазе находятся, чем у нас. Мне кажется, что просто там... Актив собрался? Да, просто актив собрался. Ну, субъективно, по впечатлениям, стариков там на самом деле больше. Да, ну ты-то в Чечне чаще бываешь, чем мы. Именно таких крепких, здоровых, таких бодрых Не краснолицых. стариков, не краснолицых. То есть значительно больше. Другое дело, что все-таки это не тот возраст, который влияет на рождаемость. Нет, ну я это согласен, но когда мы говорим о демографии, надо же понимать, что демография, умер рано старик, да, там 40-50 лет от сердца, он не смог своему сыну передать какой-то вот те старые какие-то смыслы своему сыну, да, то есть а этот сын, значит, не сможет, то есть быстрее распадаются вот эти связи с какими-то вот почвой, понимаешь, землей, селами, поскольку очень рано умирают те, кто заводили семьи. Согласен, согласен. Ну, чуть отходя от темы, скажем, вот этот фактор, о котором ты говоришь, он сыграл свою роль в годы, послевоенные годы, когда была массовая безотцовщина, массово люди не вернулись с войны. То есть те люди, которые могли бы воспитать детей, у которых были дети, которые не смогли их воспитать, не смогли им передать. То есть безотцовщина в те годы была велика. Если говорить о том, что мужчины умирают раньше, но все-таки воспитательный процесс, он заканчивается, наверное, уже на том возрасте, когда мужчина начинает испытывать проблемы со здоровьем. То есть если он умирает, ну это, к сожалению, так мы рассуждаем об этом прагматично, или как сказать. Ну, демография, но прагматична. Ну да, то есть это, об этом приходится просто говорить, да, то есть если человек умер в 45 лет, это трагедия, умер от какой-то болезни, не связанной с патологией или с чем-то, то есть умер от цирроза или от чего-то похожего, к этому времени он должен был уже воспитать поколение и передать ему, если ему есть что передать. То есть, в этом смысле, я думаю, что влияние невелико. Вот, это чуть отклоняясь от темы. Но все равно это же деформирует семью, когда погибает кормилец. Да, безусловно. Это серьезно деформирует семью, и уже происходит переоценка. И даже многие, видя это, понимаешь, представляешь, что у него 45 лет ему было, у него было 3-4 ребенка, и он умер. И другой же для себя думает, я не буду рисковать заводить 3-4 детей, потому что мы ничем-то с ним особо не отличаемся. Лучше вот 1-2 как-то вытяну, но не буду этого делать. Ну, это, опять же, к вопросу о том, что слабеют кровно-родственные связи. То есть этот абстрактный человек, о котором ты говоришь, мог бы не так бы переживал на эту тему, если бы он знал, что даже в случае его смерти есть кому присмотреть за его детьми. Что вот и мы приходим к теме Давайте социального капитала. Обобщим чуть-чуть все, что мы сказали. Уже время или еще нет? Нет, мы не говорим. Предварительный итог. Вот просто мы как-то перескакиваем с темы на тему. Мне кажется, никаких заключений пока у нас нет. Значит, первое у нас что было? Урбанизация. Да. То есть фактор, влияющий на демографию. Демография — это урбанизация. С этим что-то можно поделать? Только пропаганда, урбанизация будет сама по себе происходить. У меня объективный экономический процесс. Я к этому, скажем, об этом какое-то время думал. Вот если, скажем, по генплану жилой застройки Владикавказа, жилые дома в Владикавказе не строятся в ближайшие 50 лет. Просто не строятся и все. Это ты понимаешь, ты приводишь китайский пример, когда сельское население просто в города не пускали. Это... Но потом для них создавали города. Да, для них создавали. То есть ты, может, затормозишь урбанизацию, да, но потом это у тебя пройдет еще с большей волной.
И другой момент, что у тебя городской образ жизни, скорее всего, будет переходить в села очень быстро. Тут знаешь, какой момент? Мы можем проводить деурбанизацию, когда людей, скажем, сейчас есть много экономических причин строить дом в селе, я это в прошлом подкасте с тобой говорили, как раз про недвижимость, то, но опять же, человек, который из города вернулся в село, он уже не будет пройти. Алик, но это неизбежно. Да. Сельский образ жизни это применим в аграрном обществе, да, об этом Батрас сказал. То есть, если мы переедем из города в какой-то населенный пункт сельского типа, пригород это будет либо какое-то более отдаленное селение, мы будем там жить как городские жители. Да. Мы будем продукты покупать в магазине, детей отдавать в детский сад и так далее. Другое дело, что в принципе, когда у тебя есть участок земли, и ты на нем можешь пристроить дом для своего сына, для одного, второго и третьего, как вот, в селах. Вот, упрощается да, ситуация, конечно. как делают в селах. Это, в принципе, одно из решений вопроса. Именно вот касаемо жилья. И это дешевле гораздо, и это уже ты, когда, скажем, растешь, ты знаешь, что вот у тебя есть кусок земли, где ты всегда сможешь построить себе жилище. И там твои дети без крыши над головой не останутся. Ты при этом можешь работать где угодно, в России, во Владикавказе или в каком-то другом регионе. Но свой участок земли у тебя есть. И это существенно влияет, на мой взгляд, на психологию, на восприятие того, как молодой человек оценивает свои намерения и перспективы. Вот. То есть вопрос урбанизации, он значительно влияет. Можно сказать, что не всегда население сельских населенных пунктов, там рождаемость значительно выше, чем в городах, но определенно городское население всегда рожает меньше, чем... Безусловно. Да, как-то вот так. Не, опять же, вот мы сейчас говорим о том, что нельзя ставить проблему демографии и упирать ее только в рождаемость. Вот, например, у нас огромное количество смертей в ДТП. И в ДТП, как правило, погибают не самые старые люди, а как раз вот молодые ребята. Хорошо, давай все-таки тогда в сравнении. Если мы сравниваем прирост в республиках, то умирают на дорогах, я думаю, что... даже чаще. Определяющее значение имеет все-таки рождаемость и детская смертность. Да. Еще вот как раз если мы берем в Ингушетию, да, которая вот именно имеет распределение хуторского типа, да, когда вот маленький хутора. По факту Ингушетия, она уже один большой город, да? Да, от Осетии до Чечни это такая полоса сплошная. Но они же еще пока не перешли. Вот, я думаю, что у Ингушетии сейчас будет еще один, вот эта волна рождаемости продолжится, пока окончательно вот это все в одну большую городскую агломерацию не превратится, и тогда уже будет падение рождаемости. Но вот именно тот факт, как они расселялись, уже изначально давало им в этом плане преимущество. Осетины же, например, расселялись по большим селам. Нет, смотри, во-первых, это только северные осетины расселялись. И во-вторых, это была целенаправленная политика, чтобы они расселялись именно так. И у этого были как минусы, так и плюсы. То есть минусы понятны, но плюсы там были существенные, потому что в больших селах селились люди из разных ущелий, и у них довольно рано появилось чувство общности. Формирование нации, то есть ты имеешь в виду? Да, именно формирование нации, этнического самосознания общего, вне зависимости от ущельского происхождения. И большие села сыграли в этом своеобразную роль. В Южной Осетии там именно хуторское было. Если даже мы, по-моему, с тобой об этом говорили. Если вы просто посмотрите на карту Северной и Южной Осетии, вы увидите то, что в Северной Осетии такие довольно редкие села по сравнению с Южной, но они большие. А в Южной Осетии там она целая россыпь сел, но они или пустые, или полупустые. Но в Южной Осетии рождаемость же в какой-то момент была больше, чем в Северной Осетии на порядок. Потому что сельский образ жизни. Да, но сейчас опять-таки уже это не так. Потому что в Цхинвале живет уже большинство населения Южной Осетии. То есть у нас половина два города точно. А если например, если про Владикавказ, мы говорим не только про население Осетии, а про осетин. Но осетин во Владикавказе живет 60% от... мне трудно сказать. Концентрация осетин даже больше в одном населенном пункте, это просто колоссально. Я думаю, больше, потому что из Владикавказа с 80-х произошел большой отток населения не осетинского. Я имею в виду то, что и осетинское население уезжает, но оно замещается, как правило, людьми из сел.
И поэтому в процентном отношении, думаю, осетины, они стали больше. Кстати, вот про отток молодых людей, которые уезжают на работу в Москву и чаще всего остаются уже там. Это же тоже негативно сказывается на нашей демографии, потому что дети уже не возвращаются в Самым Осетию. прямым образом, во-первых, они не возвращаются в Осетию, во-вторых, им в Москве гораздо сложнее завести семью и детей, чем даже во Владикавказе. То есть, если проще всего это сделать в селе, во Владикавказе есть определенные трудности с расселением, с жильем. А в Москве, я думаю, что это сделать еще сложнее, ввиду совершенно разных причин. И детские сады, и школы, и жилье очень многие могут себе позволить. То есть у вот этого оттока населения у него очень много и экономических, и социальных следствий, и культурных. Причем, как я понимаю, из Осетии чаще всего уезжает наиболее активное молодое поколение, там, население. Да. Те, кто идут туда учиться, как правило, не во всех случаях, конечно, но, как правило, остаются там. Мгм. И тут, кстати, довольно интересный момент, то, что стихийно создаются такие институты все же сводничества. Я объясню почему. Я так думаю, потому что, допустим, очень много там осетинских парней, девушек в Москве, они ходят в ансамбле танцев. Да, Да, знакомятся там, да. браки. Да. Ну, зачем они туда ходят? Не все туда ходят за тем, чтобы Научиться танцевать. танцевать, да. это же это хорошо. одна из причин, да, то, что они общаются со своими и пытаются найти. Люди там хотят себе пару. создать семью с человеком близкой ментальности. Насколько я знаю, даже я не помню, кто эту мысль высказал, но кто-то из осетинского землячества. То есть речь шла о том, что создаются какие-то мероприятия внутри осетинского землячества, где целенаправленно людей знакомят с друг другом. И то есть это вполне осознанное дело. И говорили, что какое-то там количество браков уже было создано в результате каких-то мероприятий, которые проводились в рамках осетинской общины. То есть Мне это кажется, такая рука помощи утопающему, знаешь, вот хоть как-то его спасти из этой трясины. у нас же нету такого там института сводничества, то есть у нас нету вот этих, как они назывались, свахи, да. То есть по факту каждая женщина По сети это сваха, да. выполняет эту роль в той или иной степени, но именно как вот человека, конкретно занимающегося только этим, во многих, кстати, там, республиках это вполне себе узаконенная тема, даже во многих странах они получают за это деньги, это бизнес целый. То есть она довольно опытный человек, там, разговаривает, там, психологически может определить там, совместимость, смотрит на интересы и вот какие-то варианты делает. У нас же этого нету. Вот ты сейчас мне так говоришь, для меня это так абсолютно дико, знаешь, что вот, когда вот... Почему? Ну смотри, да, ты можешь сказать, что это дико. С точки зрения там, сознания европейца это дико. Но давай смотреть на картинку шире. Если там, мужчине там, под 50, женщине там, 40, вот это дикость, они там, что да, они одни, хотя, может быть, где они друг друга найдут. Понимаешь, когда человек сейчас в современном обществе, он на самом деле работает очень много. У нас же размылась грань между работой и неработой. По факту, раньше как было, пришел, там, свои 8 часов на станке отстоял, пошел домой, все, работа закончилась. А сейчас ты работаешь по факту гораздо больше. Вот сколько домой ты бодрствуешь, дома ты работаешь, потому что сейчас сам характер работы изменился. Ты сам по себе знаешь, так как человек, который работает в основном там, с компьютером, да, размылась эта грань, и нет уже там для дома время и время для работы. И в какой-то момент человек понимает, что у него просто нет времени заниматься вот этим всем, там, поиском себе супруги. И, может быть, такой институт, он бы помог. Но в какой-то мере выполняют, сейчас на себя взяли роль свах, это социальные сети, взяли на себя эту роль. Люди знакомятся там, люди создают семьи. Это вполне себе уже нередкая история, когда там спрашиваешь людей, как вы познакомились, вот. Не, знаешь, одно дело, когда вы познакомились, сидя в ЖЖ, другое дело, когда вы познакомились из Инстаграма. Не, я ни в коем случае не осуждаю этот момент. Алик, это неизбежно. Да. Если не ошибаюсь, где-то лет 5 назад количество людей на Западе, познакомившихся в соцсетях и поженившихся, оно превысило
количество людей, поженившихся всеми иными способами. Это работа, это свахи, ну там как в какой-то форме он, наверное, тоже рудиментарный существует. То есть это неизбежно. Ну я такой. Мы просто пока соцсети воспринимаем. Не-не, я позитивно воспринимаю. Я-то в соцсетях, я в ЖЖ Ну, я говорю о познакомился. себе. Для меня, допустим, есть барьер, чтобы взять и сфотографировать себя, снять на видео и что-то кому-то рассказать. Этот барьер есть, хотя вот, ну, если снимает тебя кто-то другой человек, уже как будто бы его нет. Ну, это такой культурный момент. То есть познакомились в Инстаграме с будущей женой, да, это звучит чуть-чуть дико, но если это принимает нормальные, достойные, красивые формы, Почему бы нет, да. почему бы и нет? Еще один момент такой. Во-первых, ты сейчас сказал про институт Сваха, я вспомнил, у меня очень много друзей, которые, ну, практикующие иудеи, даже не очень практикующие иудеи, да, евреи, А но... у идеев, кстати, как с детьми? Ты знаешь, если мы говорим о раввинах и вот именно практикующих иудеев, то там количество детей, 3-4 ребенка, это нормально. Я просто в Москве жил в районе таком, где очень много хасидов было, и я смотрел там, ну, то жена, 3-4 ребенка за ними. На Сретенке? Не на Сретенке, а на Ленинском проспекте. Я не знаю почему, вот там постоянно хасидов было много, я их видел. Причем мужья одеты традиционно, а жены одеты как по-европейски. И если мы говорим о практикующих иудеев, то там очень много детей. Если мы говорим просто о людей, которые, ну, поскольку просто ощущают себя евреями, да, ну, там иногда ходят в синагогу, то там, как правило, в среднем по стране. Но я, например, знаю, что вот, очень современные люди, там крупные маркетологи в компаниях, да, то есть она вот там знакомая, она решила, она еврейка, она решила найти мужа еврея, она вот именно свах, то есть там институт свах, то есть серьезно работает. Гораздо, ну, то есть, я сейчас так подумал, это вроде дико звучит, а потом вспомнил вот эти истории, которые я часто слышал от них, нет, спокойно работает. Но, правда, для великовозрастных, то есть, когда уже тебе к 40 идет, то тут уже они отчаиваются еще так. Мне вот сейчас такая мысль в голову пришла. Вообще, вам известно прецеденты в истории, когда кому-то удавалось повлиять на рождаемость? Кардинально изменить, по-моему, никому не удавалось. Известно о том, что рождаемость падает, и да, когда это происходило. Ну, точка невозврата — это 1,8 ребенка на семью, насколько я знаю. Ну, Дальше невозврат, потом, он в чем выражается? ну, когда в среднем количество детей на семью падает ниже точки 1,8, Ну, в Осетии был 1,4 в 2004 году. то высока вероятность, что, скажем, выправить ситуацию, там с вероятностью 80 или 90% выправить ситуацию в исторической долгосрочной перспективе не получалось. Ну, то есть прецедентов, в принципе, таких нет. Я не знаю. Я тоже не знаю, я просто вот эту статистику помню и все. Я помню, я как-то искал что-то подобное, чтобы понять этот механизм. для Такой себя, но оптимистичный такого финал. Еще один момент. Но у меня есть вот у меня как раз таки я заготовил оптимистичный финал для этого подкаста. Ты писал пост про социальный капитал. Ага. И вот, на мой взгляд, именно отказ от этого социального капитала, отказ от родственников, которые помогут тебе в случае чего, отказ от братьев, когда братья перестают между друг другом общаться, человек знает, что если с ним что-то произойдет, его дети вот останутся одни сироты. Вот это как раз таки и является одной из серьезных причин того, что у нас сокращается рождаемость. Потому что то есть вот есть крепкие семьи, крепкие фамилии, которые вот там свадьбу надо сыграть, они там всей фамилией собираются, играют. Хотя, кстати, свадьба тоже одна из тех барьеров, которые мешают создавать браки, вот это именно большая свадьба. Но именно благодаря институту социального капитала, который в Осетии все еще сохранился и на достаточно относительно высоком уровне, мы маленький народ, нам, в принципе, изменить ситуацию легко. Речь идет о больших народах, когда уже огромный народ, вот там тяжело меняется ситуация. Ну, я согласен, я думаю, в рамках Осетии все-таки как-то позитивно на демографию можно влиять. Какие решения вы готовы предложить обществу? Опять-таки, тут, наверное, должна быть какая-то здоровая пропаганда именно тех взглядов, которые предполагают наличие серьезного социального капитала или этнической солидарности, или родственной солидарности. Это раз. Второе, это все-таки нам нужно что-то делать с экономикой. Я думаю, если мы там фантазируем, если будут какие-то преференции, допустим, скажем, у нас есть там бизнесмен, который готов, чтобы там его работники получали какие-то преференции за рождение дополнительных детей, я думаю, это может сыграть свою роль. Да, кстати. Но это частная Преференции инициатива. финансовые?
Ну, да. В том числе. Ну, вот числе здесь тоже финансово. есть один момент, который мне после моего поста про демографию мне предъявили. Я написал о том, что мат-капитал, он вызвал рост рождаемости в не самой качественной части. То есть, что я имел в виду? То, что родители, которые заводят второго ребенка только лишь по причине получения мат-капитала, то есть те, которые к этому не были готовы, не стремились к этому и не хотели второго ребенка, а завели его только поэтому, это, ну, к сожалению, вот, можно сказать, не самая качественная часть именно с точки зрения их родительских. А как бы, много ли людей, на которых вот именно мат-капитал серьезно повлиял? Я думаю, мало. что немного, но вот социологи, они говорят именно вот так. Если брать стран Западной Европы, дополнительные пособия вызывают рост рождаемости среди тех людей, которые в принципе не хотят работать, которые используют эти пособия для того, чтобы используют рождение ребенка для того, чтобы увеличить свою социальную базу вот, финансирования. Сейчас нас будут смотреть социалисты, будут говорить, вот 3 капиталиста сейчас договорятся до того, чтобы убрать мат-капитал. Ну, к сожалению, кому-то приходится об этом говорить. Поэтому вот финансовое стимулирование, на мой взгляд, оно, во-первых, оно неэффективно, как показывает общемировая практика. Во-вторых, оно вызывает рост рождаемости вот в той части, которая используется для получения каких-то материальных благ. Другое дело, это социалка не финансовая, а в принципе вселение в человека уверенности в том, что ему не дадут упасть. То есть это может быть социальный капитал в виде родственников, но если говорить о более современных инструментах, это все-таки республиканская должна быть тема. То есть вот если человек есть, и он работает, он не бездельник, он не сидит сложа руки. У него должен какой-то быть базовый набор, который позволит ему ребенка одного, второго или третьего поставить на ноги и дать ему дорогу в жизнь. Я такой небольшой итог подведу. Рождаемость, вот когда бывает кризис в обществе экономический, да, рождаемость тоже падает. После того, как общество выходит из экономического кризиса, рождаемость резко вырастает, да, вот такой бум бывает, но потом она опять снижается до того же уровня. У нас, если мы говорим не о Осетии, а о России, сейчас такая ситуация, когда работающие люди беднеют, то есть беднеют не безработные люди, а в основном беднеют те, кто продолжает работать. Это один фактор. Второй фактор, что в группе риска оказаться в семье бедных, ну, то есть, которые признаны там, бедной семьей, это именно многодетные семьи. Я думаю, если эта история распространяется и на Осетию. И если мы сейчас говорим о том, что прямые финансовые вливания не способствуют росту рождаемости, то даже незначительное улучшение экономического климата в Осетии, оно может спровоцировать всплеск рождаемости, после которого уже должны работать именно те институты социального капитала, чтобы удержать эту ситуацию. Как вот такая мысль. Ну, надо подумать об этом. Но мы эту тему обязательно продолжим. Наверное, на этом завершим наш подкаст. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, мы не скучно рассуждали. Надеюсь, на мы не эту зря тему. потратили ваше время. Да, не зря потратили ваше время. Подписывайтесь на наши каналы и ставьте лайки. Счастливо!